Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана поручил провести День Победы на высоком организационном уровне. Выставка «Белый город Ашхабад» пройдет 24-25 мая. Туркменистан и Нидерланды укрепляют сотрудничество в области футбола и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел очередное заседание Государственного совета безопасности, на котором были подведены итоги работы военных и правоохранительных органов за первые 4 месяца этого года. Глава государства дал указания по организации торжеств, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут 9 мая в Ашхабаде и Вилаятах. Особое внимание в ходе заседания было уделено вопросам модернизации судебной системы, внедрения цифровых технологий в работу правоохранительных органов, укрепления кадрового потенциала и повышения профессионализма сотрудников. В рамках празднования Дня города Ашхабад 24-25 мая в выставочном зале Торгово-промышленной палаты Туркменистана состоится 23-я универсальная международная выставка «Белый город Ашхабад». На протяжении 2 дней выставка предоставит площадку для демонстрации достижений различных сфер деятельности, связанных с развитием Ашхабада. Парламентская делегация Японии во главе с председателем Японо-туркменской межпарламентской группы дружбы, членом Палаты представителей парламента Японии Тошиаки Эндо прибудет 12 мая в Ашхабад с 3-дневным визитом. Силами инклюзивной детской студии под руководством Татьяны Овезмурадовой при Русском драматическом театре имени Пушкина в Ашхабаде был поставлен спектакль «Джапаки» по мотивам книги туркменского писателя Берды Кербабаева. Премьера инклюзивной постановки, в которой участвовали дети с особенными потребностями, прошла при полном аншлаге. Юные актеры убедительно воссоздали атмосферу легенды об озорных братьях-Джаппаках. Подготовка к спектаклю шла 6 месяцев, и все было как в настоящем взрослом театре. На репетициях ребята с удовольствием познавали основы сценической речи и движений, актерского мастерства и импровизации. В числе почетных гостей на премьере присутствовал лично Ашир Джумадурдыев, сыгравший в популярном фильме «Джапаки» роль младшего брата Топпака. Государственная специальная музыкальная школа имени Донатара Авезова при Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой отмечает 95-летие со дня основания. В ознаменование юбилея на сцене Национального музыкально-драматического театра имени Махтум Кули состоялся отчетный концерт студентов всех отделений учебного заведения. Из книжных хранилищ Европы бесследно исчезли более 170 драгоценных томов русской классики XIX века. Европол задержал 9 человек, предположительно причастных к хищению. Наибольший ущерб понесла библиотека Варшавского университета. Из ее коллекции похищены 78 книг, каждая из которых оценивается в сумму от десятков до сотен тысяч долларов. Среди украденных шедевров произведения Александра Пушкина, Николая Гоголя, Ивана Крылова, Михаила Лермонтова и других литературных столпов. Часть книг злоумышленники искусно подменили копиями, отличить которые от оригиналов смогли лишь специалисты. Мотивы и личности похитителей пока остаются загадкой. На выставке Mining World Russia состоялась премьера нового карьерного самосвала КАМАЗ «Атлант-50». 50-тонный гигант с колесной формулой 6х4 сразу же привлек внимание своим внушительным видом и уникальными характеристиками. Шасси, разработанное специально для «Атланта-50», отличается увеличенной шириной колеи, что обеспечивает устойчивость и проходимость на сложных грунтах. В отличие от стандартных самосвалов, КАМАЗ «Атлант-50» оснащен 30-кубометровой надстройкой, что позволяет перевозить больше груза за один рейс. Федерация футбола Туркменистана и Королевский футбольный союз Нидерландов провели онлайн-встречу, в ходе которой обсудили перспективы укрепления двусторонних отношений в области футбола. В ходе беседы нидерландская сторона изъявила готовность посетить Туркменистан для изучения возможностей совместных проектов по инфраструктуре и тренировкам. Также ожидаются визиты туркменских делегаций в Нидерланды. Большое внимание было уделено развитию навыков тренеров. Планируется обмен знаниями и ресурсами. Кроме того, обсуждалась организация программ обмена игроками и тренировочных сессий с нидерландскими экспертами для повышения стандартов футбола в Туркменистане. Туркменская сторона предложила разработать меморандум, который определит цели и рамки будущих проектов. В Туркменистане стартовало первенство по большому теннису. Около сотни юных спортсменов из столицы и вилаятов съехались на корты многофункционального стадиона Ашхабад, чтобы оспорить звание лучших в своих возрастных категориях. Соревнования разделены на 2 группы для юношей и девушек до 14 и 18 лет. Теннисисты сразятся в одиночном и парном разрядах.
Турнир обещает стать ярким событием в жизни туркменского тенниса и подарить зрителям немало захватывающих поединков. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.